Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся у речки Кенкеме, где проходит рейд контрольно-патрульной группы ведомств, которые заинтересованы в том, чтобы в лесных массивах не было возгораний. Сейчас начался пожароопасный сезон. Давайте узнаем, как это все происходит. Сегодняшнее мероприятие – рейд по лесным массивам в местах массового отдыха граждан. Будем проводить профилактические рейды и разъяснять людям обязательные требования пожарной безопасности в местах массового отдыха граждан. А много вот здесь рядом с речкой отдыхающих бывает? О, конечно, да, много, особенно летом. Ну и весной, вот майские праздники, тут народу много. А вот инспектора часто к ним подходят и к вам тоже? Ну, к нам заходят, ага. Мы сами тоже с этими работаем, с Министерством экологии. Все у нас в порядке, все соблюдаем. А есть нарушающие, часто их выявляют? Не, у нас-то на нашей территории-то нету. Ну, как думаете, сезон нормальный в этом году будет? Ну, я думаю, нормально будет. Но только воды что-то многовато в этом году. Как к таким проверкам относитесь? Положительно относимся, так как со своей стороны ничего не нарушаем, все соблюдаем. Надо почаще так проверять. Лес — это наше богатство. Да. Сейчас как раз уже пожароопасный сезон начнется. Так что берегите природу. Здесь на рейде присутствует МЧС, лесничий, департамент лесного хозяйства, а также представители из администрации города Якутска. Как видим, используются новые технические средства. С прошлого года запускается дрон, который позволяет посмотреть обстановку на территории примерно 7 километров. Это очень облегчает работу, позволяет выявлять нарушения. По выявлению нарушений работаем с прошлого года. По рейдам дежурим каждую неделю. С нашей группы по одному человеку обеспечивается для патрулирования этих рейдов. Наша задача приехать, поднять дрон, посмотреть, где народ сидит, где разводят костры. Конечно, помогает. Вот мы находимся на месте, где произошел недавно совершенно ландшафтный пожар. Можно посмотреть на последствия. Инспекторы отмечают, что любая неосторожная искра может привести к последствиям, которые, в принципе, на нашу природу очень сильно влияют. Ну и может быть уголовная ответственность. С начала мая было проведено 375 патрульно-рейдовых мероприятий в лесах Якутии. Составлено 35 административных протоколов по правилам пожарной безопасности в лесах, который утвержден постановлением правительства номер 1614 от 20 октября 2020 года. По части 1 статьи 8.32 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей. По части 2 статьи 8.32 КоАП РФ влечет на граждан от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 25 тысяч, на юридических лиц от 150 до 250 тысяч рублей. Если ущерб лесному фонду превышает 10 тысяч рублей, то могут быть привлечены по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Открылся пожароопасный сезон с 12 числа. Да. В принципе, можно разводить костры, но соблюдать следующие правила. Надо разводить на открытых местах, где разводишь костер, окапывать его, ширина окопки, минерализованную полосу шириной полметра и до минерализационного слоя. В середине разводишь костер, ну и соблюдаешь все меры безопасности. А когда наступает режим ЧС, то категорически запрещено разводить костры. Если на мангале, У нас есть отведенные места в городе, люди отдыхающие, многие знают, там разрешается, соблюдая, допустим, на мангале, вы должны использовать, ну, специально вот в магазинах продают уголь, допустим, вот этот, использовать их в мангалах, и должны все равно соблюдать, под мангалом должно быть очищена минерализованная полоса, шириной тоже, вот, как я до этого говорил. А если режим ЧС идет, то уже нельзя? Ну, нельзя, да, можно отдыхать там, как бы, а разводить костры нельзя, ну и мангалом пользоваться. Сообщили, что на 15-м Вилюйково идет пожар.
Будем поднимать дрон, смотреть, где именно, потому что ветрено очень. Есть такая опасность, что пожар, если он лесной, он разгорится сильно. Будем искать очаг возгорания и смотреть. Потом вся информация пойдет туда уже, в дежурную часть. И в зависимости от обстоятельств, ну, те или иные средства будут уже применены. Ну, сейчас поедем, посмотрим. В районе, говорят, дач. Там может быть и кто-то мусор, может быть и пожар. Сегодня ветер. А что будем делать, если это какой-нибудь лесной пожар? Что тогда? Что тогда у нас вот диспетчер звонил, поднимаем там ГАУ лесресурс. Ну, короче, обнаружение и обследование обстановки. Да, и сразу звоним, чтобы выезжали. А если прямо рядом те, кто подожгли, мы их можем задержать? Фиксируем номера, устанавливаем владельцев и ходим дальше. Ребята с наших служб работают очень оперативно. Мы были на 20-м километре, и здесь уже вот подъехала пожарная машина, будем искать очаг возгорания. Поступил вызов, что в районе 15-го километра Вилюйского тракта видят дым, и по внешним, вроде слов очевидцев, горит лес. Прибыли вот минут 15 назад, провели разведку, пока ничего не обнаружили. Вот сейчас на связь вышел очевидец, который звонил, вот, дал координаты где. Сейчас проследуем, проведем разведку и там уже по обстановке будет. Да, вроде как он передал своими силами, сейчас нас поедем, встретят и дальше будет видно, как все.